Жители оползневой зоны обратились к главе Ингушетии с просьбой предусмотреть им выделение не квартир, а коттеджей с земельными участками, мотивируя это тем, что большинство из них содержит домашний скот и птицу. Также хотели бы иметь приусадебный участок. В ходе диалога в Малгобеке состоялось обсуждение всех имеющихся проблем. Премьер Муса Чилиев, в частности, подробно объяснил оползнякам, что средства, выделяемые из федерального бюджета, имеют целевое назначение. Кроме того, в новом микрорайоне планируется строительство отдельных домов для ритуальных обрядов, свадьба, похороны и так далее. Жителям квартир будут отведены земельные участки для ведения своего хозяйства. По поводу поселка, который мы собираемся строить, и соблюдение религиозных обрядов. Значит, там предполагается строить возле два дома, между ними будет стоять специальный ритуальный дом, где будет, может быть, навеску, где кухня, где... Считаю, что состоялся предметный разговор. Каждая семья получит квартиру по принципу «дом на дом», отметил Муса Чилиев. Я приехал пообщаться, собрали в зале большое количество жителей оползневой зоны. Состоялся действительно диалог. Я выслушал все те проблемы, которые накопились. Я послушал мнение людей. Мнения, значит, таковы, что хотели бы, многие жители хотели бы жить в частных домах, то есть в коттеджах, а не в квартирах, которые собираемся строить в качестве микрорайона города Малгобека. Поэтому обсудили эту тему. Значит, скорее всего, в этом году, как и планируется, и как согласовано с федеральным центром, будут строиться квартиры, многоквартирные дома, потому что часть жителей собирается и хотят жить в квартирах, а уж следующая программа для другой половины жителей, значит, там, когда будет следующее финансирование и дальнейшее решение программы, будем смотреть. Если будут дополнительные средства, можно строить коттеджи. Но я сомневаюсь, что эти дополнительные средства будут выделены, а на строительство коттеджных поселков на 1514 семей средств не хватит. Ставился и второй вопрос. Нельзя ли эти средства раздать по лицевым счетам, то есть выделить деньги каждому жильцу на руки? Значит, ну, я не знаю, кто вот так, будем говорить, с толку сбил людей, что такое возможно. Это категорически невозможно. Так программа не работает. Программа рассчитана не на раздачу денег по кошелькам, а программа рассчитана на строительство жилого массива. Поэтому мы, конечно, не имеем права ни по целевому назначению распределять средства. Мы этого и не допустим. Премьер сказал, что пожелания людей будут учтены, и всю информацию о состоявшейся встрече он доведет до главы Ингушетии. Кроме того, в ближайшие дни Юнусбек Евкуров намерен сам принять представителей этой категории граждан. На встрече также поднимались вопросы очередности для получения жилья, не включения в список отдельных жителей. Здесь по каждому случаю необходимо разбираться отдельно, и решение должно быть справедливым, отметил председатель правительства. Луиза Нальгиева, Ахмед Исмурзиев, Ахмед Гадабошев. Вести, Ингушетия.